Панфилов Михаил отправился на фронт в 1941 году. В октябре 1943 года на правом берегу Днепра самостоятельно остановил атаку танков противника. За проявленную отвагу и мужество Панфилов стал Героем Советского Союза, награжден орденом Ленина и медалью «Золотая звезда». Скончался в 1979 году. Похоронен на Центральном кладбище в Самарканде. Протопопов Иван принял боевые крещения в битве на реке Турье в ходе Полесской операции весной 1944 года. Особо отличился во время Люблин-Брестской операции составной части стратегической операции «Багратион». В июле красноармейцы форсировали реку Западный Буг. Вывод Протопопова умелым маневром обошел с фланга немецкой позиции у польской деревни Крулевская и стремительно, ворвавшись в населенный пункт, в рукопашной схватке уничтожил 40 немецких солдат и еще 2 взял в плен. Преследуя выбытых из деревни немцев, бойцы Протопопова перерезали железнодорожную магистраль Брест-Варшава у Перховицы. Позже они захватили следовавший в Брест немецкий эшелон с горючим. В результате противник начал стремительный отвод войск по единственной оставшейся под их контролем транспортной коммуникации шоссе Брест-Янув. В ночь на 28 июля 1944 года взвод под командованием Протопопова вышел на шоссе у Бахукал и занял круговую оборону, блокировав путь колонне отступающих немецких войск. Здесь закипел ожесточенный бой. Противник стремился вырваться из окружения и предпринимал яростные атаки, не считаясь потерями. Темп и мощь немецких атак с каждым часом усиливалась, но бойцы Протопопова стойко удерживали занимаемые рубежи. За день битвы взвод отразил 16 вражеских наступлений. Когда у советских солдат закончились патроны, Протопопов поднял их в рукопашную, и они окончательно рассеяли противника гранатами. Всего в бою на шоссе красноармейцы уничтожили более 200 гитлеровцев, 20 автомашин, захватили 3 самоходных артиллерийских орудия. Протопопов погиб в августе 1944 года в бою у польской деревни Осовна. Похоронен там же. Разваляев Иван отличился в боях при освобождении Польши. В январе 1945 года его эскадрон вброд и по льду пересек реку Пилица и в числе первых ворвался в город Томашов-Любельский. Затем, перерезав шоссейную дорогу Калиш-Едлец-Галухов, уничтожил отходивших немцев и занял населенные пункты Едлец и Глухов. Выйдя на Варшавское шоссе, эскадрон Разваляева окончательно отрезал противнику путь отступления. В этих боях бойцы эскадрона уничтожили свыше 150 гитлеровских солдат и офицеров, захватили 3 десятка автомашин. Разваляев умер в 1981 году, похоронен в Ростове-на-Дону. Разин Иван считался признанным мастером точечных бомбово-штурмовых ударов. Боевое крещение красноармейцев принял в Смоленской операции в 1943 году. Разин в составе групп Ил-2 штурмовыми ударами поддерживал наступление войск Калининского фронта на Новильском и Витебском направлениях. В феврале-марте 1944 года он совершил несколько боевых вылетов на штурмовку переднего края немцев во время Витебской наступательной операции. С осени 1944 года Разин принимал активное участие в разгроме немецко-фашистских войск на территории Югославии и Венгрии, Белгородская и Будапештская операция. К началу апреля 1945 года старший летчик произвел 110 боевых вылетов, сбросил на врага 35 тысяч килограмм авиабомб, выпустил 340 реактивных снарядов, расстрелял до 15 тысяч снарядов ВИА-23 и до 64 тысяч патронов ШКАС. В ходе штурмов им были уничтожены 11 танков, 22 автомашины, 13 пулевых орудий на огневых позициях, 5 минометных батарей и 5 зениток, разрушены 22 дзота, разбит паровоз и сожжены 2 эшелона с войсками и грузами. Взорван вражеский склад с боеприпасами. Убито до 600 фашистов. Умер в 1996 году.
Рахматов Рахимбай отличился при освобождении Польши. В январе 1945 года красноармеец переправился через Одер в районе города Опельна и принял активное участие в боях за захват и удержание плацдарма на его западном берегу, отразив большое количество вражеских контратак. В тех боях Рахматов получил ранение, но продолжал сражаться. Получил звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина, Отечественной войны первой степени и медали «Золотая звезда». Скончался в 1990 году в Ленинабаде, ныне Худжанд. Рахимов Азим. В январе 1945 года в боях за польский город Зволень красноармеец ворвался на позиции противника и гранатами уничтожил несколько огневых точек. Также он захватил в плен 5 солдат неприятеля. Скончался в 1997 году в Бухаре. Родных Михаил ушел на фронт в августе 1941 года. К февралю 1943 года совершил 85 боевых вылетов в темное время суток на бомбардировку важных вражеских объектов в глубоком тылу противника. Выполнял особые правительственные задания. Так, в марте 1943 года совершил перелет в Англию, доставив важный пакет королю Георгию VI. В июне 1943 года родных был сбит на вражеской территории и попал в плен. После освобождения в апреле 1945 года и проверки органами НКГБ СССР красноармеец был восстановлен в кадрах и продолжал службу советской армии. Умер в 1970 году. Похоронен на Арском кладбище Казани. Рудой Анатолий ушел на фронт в 1942 году. В сентябре 1943 года его эскадрон на подручных средствах форсировал Днепр у деревни Невки Гомельской области Беларуси. Сломив сопротивление противника, бойцы заняли позиции на правом берегу реки, обеспечивая преодоление водной преграды гвардейским кавалерийским полкам. Эскадрон Рудого отразил 2 атаки противника и удержал свой рубеж до подхода подкрепления. Погиб в ноябре 1943 года. Захоронен в братской могиле Чернигове. Саидбек Амирали отличился во время освобождения Польши. К весне 1945 года, будучи старшим лейтенантом, командовал ротой 325-го гвардейского стрелкового полка. В период с 29 марта по 4 апреля того же года рота Саидбекова сумела освободить несколько польских населенных пунктов. В ходе боев вражеским войскам были нанесены большие потери, многие фашисты захвачены в плен. Саидбеков погиб в апреле, когда его рота отражала немецкие контратаки рядом с Руговым и Домбровой. Его могила находится в польском городе Рыбник. Сейд-Велиев Сейд-Нафе отличился при освобождении Белорусской ССР. Красноармеец участвовал в прорыве немецкой обороны в районе Жлобина, а в боях у города Марьина Горько вместе со своим расчетом подбил 15 немецких танков. За проявленное мужество и героизм Сейд-Велиев получил звание Герой Советского Союза. Умер в Ленинабаде, ныне Худжан, в 1983 году. Спатаев Карсыбай был призван в Красную армию в 1942 году. В районе колхоза «Красный герой» юго-западнее Сталинграда Спатаев уничтожил из миномета до взвода гитлеровской пехоты, отражая атаки противника. В ноябре в районе населенного пункта Шарнутовская батарея отражала атаку с 3 сторон 36 танков с автоматчиками. В этой битве красноармеец из миномета стал отсекать живую силу гитлеровцев от танков. Когда прорвавшийся танк стал угрожать батарее, красноармеец с миной в руках бросился под него и решил исход боя ценой собственной жизни. Спатаев лежит в братской могиле в поселке Шарнут, Калмыкии. Таран Григорий ушел на фронт в июле 1941 года. За время службы совершил 660 вылетов на фронт и в тыл противника к партизанам. Таран был инициатором полетов на предельно малых высотах, что снижало риск подвергнуться зенитному обстрелу.
Такой прием красноармеец использовал при доставке продовольствия и боеприпасов отрезанным противником частям армии Северо-Западного фронта. В 1942 году при вывозе из осажденного Ленинграда важного груза самолет «Тарана» попал под обстрел противника. Несмотря на ранение, пилот дотянул до своего аэродрома. В мае 1945 года красноармеец доставил в Сан-Франциско группу советских дипломатов для участия в создании ООН. Трагически погиб на охоте в 1948 году. Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище. Тихонов Павел совершил 224 боевых вылета на бомбардировку важных объектов противника, большую часть из которых в темное время суток. За мужество, отвагу и героизм удостоен звания Герой Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая звезда». Трагически погиб в катастрофе в 1946 году при перелете по маршруту Иркутск-Уфа. Похоронен на Новоленинском кладбище Иркутска. Турдыев Саидкул. В ночь на 2 октября 1943 года лейтенант в числе первых в батальоне форсировал Днепр в районе острова Казачий, расположенного на южной окраине Киева. Заменив выбывшего из строя командира батальона, Турдыев возглавил бой на плацдарме. Красноармеец был убит 3 октября 1943 года. Похоронен на Байковском кладбище Киева. Турдыеву посмертно присвоено звание Героя Советского Союза, также медаль «Золотая звезда», орден Ленина и знак почета. Уразов Чутак попал на фронт в сентябре 1943. В июле 1944 он вошел в состав разведывательной группы, которая была отправлена за линию фронта. У литовского города Лудза советские солдаты, оказавшись в окружении, приняли бой с превосходящими силами противника. В этой битве выжил только Урунбай Абдулаев. Остальные члены разведывательной группы, включая Уразова, героически погибли. По одной из версий, Герой Советского Союза захоронен в братской могиле Псковской области. Филиппов Григорий участвовал в боях Великой Отечественной войны с декабря 1941 года. К августу 1943 года Филиппов совершил 200 боевых вылетов на штурмовку скопленной живой силы и боевой техники противника. В ночь на 7 ноября 1944 года с группой разведчиков сержант переправился через реку Тиса в районе поселка Шарут. Он первым ворвался в вражескую траншею. Советские бойцы захватили важный рубеж, с которого отражали контратаки противника. В бою Филиппов гранатой подорвал бронетранспортер. Используя вражеский пулемет, лично уничтожил десятки гитлеровцев. Дважды был ранен, но не покинул поле боя до подхода подкрепления. Скончался в 1975 году в Киеве. Хабиев Вильдан при форсировании Десны заменил погибшего в бою командира минометного взвода. В октябре 1943 года его подразделение вышло на восточный берег реки Сож. Позже Хабиев в составе группы захвата форсировал Днепр в районе села Каменка Черниговской области. Во время переправы плот советских солдат был разбит под минометным огнем противника, но прорыл около 250 метров и первым достиг берега. В итоге войны захватили плацдарм на правом берегу Днепра и отбили все вражеские контратаки. Хабиев погиб в 1945 году в бою на территории Польши и был захоронен в братской могиле. Хакимов Алим отличился при освобождении Польши. В сентябре 1945 года батальон Хакимова переправился через Вислу у населенного пункта Ломна и захватил плацдарм на западном берегу реки. За время удерживания точки советские солдаты отразили 15 немецких контратак. Хакимов был удостоен звания Героя Советского Союза, награжден орденами Красного Знамени, Александра Невского и Отечественной войны первой степени. Скончался в 2003 году в Ташкенте. Хамзалиев Исмаил. В бою на безымянных высотах Северной Малатычи сержант заменил вышедшего из строя наводчика орудия и подбил 3 танка противника. В жестком бою
Хамзалиев героически и мужественно под сильнейшим вражеским минометным огнем продолжал разить танки противника. В бою осколком снаряда был тяжело ранен на вылет в грудь, но продолжал вести огонь по вражеским машинам. Лично подбил 2 танка, из них один типа «Тигр». Умер в госпитале в Клинцах в 1943 году. Похоронен на мемориальном кладбище Курска. За геройство и мужество Хамзалиеву посмертно присвоено звание Герой Советского Союза. Ханжин Павел с марта 1942 года воевал на Центральном, Сталинградском, Донском, Степном, Втором и Первом украинском фронтах. Лейтенант Ханжин отличился при форсировании Днепра. В октябре 1943 года его взвод под сильным огнем противника на 3 лодках высадился на правом берегу реки. Освобождая остров Пушкаревский, Ханжин с взводом в 24 бойца вступил в рукопашный бой с врагом в районе Речища, уничтожив лично 5 гитлеровцев. В боях Берлинской операции за город Мускау в апреле 1945 года красноармеец лично взял в плен 7 немецких солдат. В боях за город Вейсвассер он организовал разведку в тыл врага, пленив 14 гитлеровцев. Скончался в 2007 году. Похоронен на русском кладбище Душанбе. Ходов Константин участвовал в битве под Сталинградом и в боях за освобождение Украины. В сентябре 1943 года в боях за села Куликово и Перше-Травня пулеметчик нанес противнику значительный урон в живой силе и боевой технике. В октябре в бою на правом берегу Днепра при отражении контратаки врага Ходов был ранен в ногу. Когда противнику удалось вывести из строя весь расчет единственного оставшегося в эскадроне пулемета, красноармеец, превозмогая нестерпимую боль, самостоятельно подполз к пулемету и открыл огонь. Был вторично ранен, но не прекращал отбиваться до полного отражения контратаки. Только потом потерял сознание и был эвакуирован в тыл. Ушел из жизни в 1989 году. Ходов похоронен во Владикавказе на Аллее Славы. Имя Ходова было присвоено пионерскому отряду школы номер 45 Джеликули Курган-Тюбинской области, ныне район Дусте, Хатлонской области. Чепурин Филипп отличился во время штурма Берлина. В конце апреля 1945 года его батальон переправился через Шпрее в районе Трептов-парка и, прорыв немецкую оборону, продвинулся в центр Берлина. Чепурин был удостоен звания Героя Советского Союза, орденов Ленина, Красного Знамени, Богдана Хмельницкого 3-й степени, 2 орденами Красной Звезды. Похоронен в 1981 году в Бахчисаре. Шарипов Эргаш, Иргаш, отличился в боях при освобождении Чехословакии. В марте 1945 года в ходе наступления на Банско-Бистрицу огневой взвод Шарипова, принимая на себя вражеский огонь, обеспечивал продвижение пехоты. Красноармеец в числе первых ворвался в город. В уличных боях уничтожил свыше 10 огневых точек противника. В апреле в боях с превосходящими силами противника за Угерский Брод взвод понес большие потери, и Шарипов сам встал за наводчика, расстреливая в упор наступающих врагов. Несмотря на стремительное ранение, продолжал вести огонь, пока не потерял сознание. Могила Шарипова находится в городе Угерский Брод, в городе Канибадаме, в его честь названа улица. Шарифов Исмат в марте 1944 года под огнем противника подполз к 2 вражеским станковым пулеметам, мешавшим продвижению взвода, и гранатами уничтожил их расчеты. В уличных боях в Умане подорвал 3 вражеские автомашины с боеприпасами и уничтожил свыше десятка гитлеровцев. Шмелев Борис отличился при прорыве обороны финнов на Карельском перешейке в 1944 году. Умело управляя танком, Шмелев в течение 2 часов под огнем противника
раздвинул противотанковые надолбы и в итоге сделал проход. Это позволило открыть дорогу для советских танков и самоходных артиллерийских установок. Несмотря на присвоение Шмелеву звания Героя Советского Союза в 1945 году, его имя не числилось ни в одном из официальных списков. Похоронен на городском кладбище в Бустоне, ранее Чкаловск. Эрджигитов. Эрджигитов Туйчи попал на фронт в июне 1942 года. Во время боя в октябре 1943 года в районе деревни Смырдыня Тасненского района Ленобласти автоматчик закрыл с собой амбразуру дзота, позволив своей роте наступать. Воодушевленные подвигом Эрджигитова, сослуживцы пошли в атаку и ворвались в траншею противника. Эрджигитов захоронен в братской могиле в Любани. Ему посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза. В его честь названы совхоз и школа в Вашском районе Сагдийской области. Яцковский Серафим. Боевое крещение получил в небе Беларуси, где на Варшавском шоссе у населенного пункта Береза бомбил вражескую танковую колонну. Участвовал на налетах на скопление немецких войск в районе Бобруйска, Сломина и Барановичей, в битве за Москву на южном направлении, оборонительных операциях в Донбассе и на Дону, битве за Кавказ. Яцковский неоднократно выполнял задания командования по разведке скоплению войск противника и его военной инфраструктуре. По обнаруженным им целям штурмовые и бомбардировочные подразделения наносили эффективные удары. Весной 1943 года Яцковский вскрыл так называемую «голубую линию», рубеж обороны немецких войск на Краснодарско-Таманском направлении, в том числе на наиболее важном участке Молдовская Неберджаевская, который был насыщен зенитной артиллерией и охранялся асами Люфтваффе. Весной 1944 года, перед началом Крымской операции, звено Яцковского вскрыла оборону противника в районе Керчи, Акманая, мыса Такыл и мыса Казантип. Красноармеец принимал участие в освобождении Белоруссии, в ходе которой вскрыл оборону противника на реке Проня, на участке протяженностью свыше 170 километров и глубиной 60 километров. К марту 1945 года Яцковский совершил 230 боевых вылетов. В воздушных боях сбил 2 вражеских самолета. На заключительном этапе он воевал в Восточно-Померанской и Берлинской операциях. Победу встретил в небе Германии. Яцковский умер в 1998 году. Похоронен на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге.